Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о военном госпитале, расположенном в поселке Агудзера Гуль-Рыпчского района. Хирурги Центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии первыми в республике освоили операции с помощью эндоскопической стойки и стали новаторами в области пластических операций. Специалисты госпиталя сегодня вторые в стране по обращаемости пациентов. При этом все послевоенные годы само многопрофильное медучреждение пребывало в плачевном состоянии и требовало не только дооснащения, но и элементарного ремонта помещений. Но в последние несколько лет ситуация меняется кардинально, и все это благодаря нынешнему начальнику госпиталя. Как от организаторских способностей руководителей зависит успех всего коллектива. Смотрим. Единственное военно-медицинское учреждение Абхазии было основано 20 октября 1995 года на базе существовавшей с 1967 года медсанчасти СФТИ. Центральный военный госпиталь Минобороны оказывает специализированную экстренную и плановую медицинскую помощь военнослужащим и членам их семей, сотрудникам МВД, СКБ, МЧС, гражданскому населению, как взрослому, так и детскому, проводит военно-врачебную экспертизу. Кроме того, в госпитале всегда принимают и лечат военнослужащих пограничной службы ФСБ России, 7-й военной базы и членов их семей. Источник финансирования, да, Министерство обороны. Что понимается под этим финансированием? То есть обеспечивается медикаментами. Все военнослужащие, члены их семей медикаментозно обслуживаются полностью. Только и всего, да. Не предусмотрено финансирование на какие-то ремонтные работы, на что-то еще, к сожалению, да. Это все не предусмотрено. Медицина везде бесплатная. Да. Ровно так же, как и у нас, да, и в других лечебных учреждениях. Просто плюс ко всему еще военнослужащие у нас получают медикаменты за счет Министерства обороны. На территории госпиталя размещается центральная районная больница Гуль-Рыпчского района, которая арендует койко-место в стационаре и оказывает медицинскую помощь населению численностью около 20 тысяч человек. В структуру ЦРБ также входит Ажарская сельская больница, расположенная в Кадорском ущелье, Дранская сельская амбулатория, а также 6 ФАПов в селах Гуль-Рыпчского района. В плане зарплаты, да, военные врачи сегодня получают, можно сказать, 2 раза меньше, чем гражданские врачи. К сожалению, да, но это так. Врач получает 13 тысяч. Военный врач получает 13 тысяч сегодня. Ровно столько, сколько получает гражданская санитарка в других больницах. Да, казалось бы, где справедливость, но факт остается фактом. В штате госпиталя 232 человека, 56 из которых врачи. Именно они составляют профессиональный и научный потенциал медучреждения. В большинстве своем это молодые ребята, окончившие лучшие российские профильные вузы: военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, мединституты в Москве и Краснодаре. И сегодня многие представители госпиталя, будущие лор-врачи, пластические хирурги, неврологи, нейрохирурги, продолжают обучение в России, в скором времени должны вернуться в Абхазию. Возвращаются все у нас кузница кадров, военно-медицинская академия, куда Минобороны отправляет наших граждан на обучение, и по истечению срока они возвращаются на родину. То есть и мы направляем после 6 лет в ординатуры мы отправляем по тем специальностям, куда нужно нам. Разумеется, мы их желания где-то учитываем, но доминирует наша кадровая проблема. Да, вернулись многие, и на многих рассчитываем. Рассчитываем уже с 1 сентября, но опять-таки, чтобы их привести, нам нужно создать им какие-то условия комфорта для труда. Чем мы занимаемся.
Здание военного госпиталя сильно пострадало во время войны. Часть его корпусов сгорела, часть до сих пор находится в аварийном состоянии. Именно в таких условиях многие годы приходилось трудиться молодым и талантливым специалистам, качество работы которых ничуть не страдало от окружающей обстановки. Тем не менее, главному военному медучреждению страны отчаянно нужна была помощь. Об этом много раз говорил прежний главврач Зураб Ачба. Вот, я очень уважаю старшее поколение, но молодые, они более креативные, они более мобильные, что ли. С кадрами у нас вообще проблем нет никогда, ибо каждый год мы посылаем на учебу в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга 4, а иной раз даже и 6 курсантов. У нас каждый год военно-медицинская академия выпускает от 4 до 5 врачей по нашей просьбе по разной специальности. В Санкт-Петербурге пару лет тому назад в госпитале был очень большой объем операций. Сейчас он резко уменьшился, и в связи с тем, что нет условий. В связи с тем, что, хотя по статистике, после республиканской больницы мы там твердо держим второе место там, по Абхазии по количеству больных и операций, но люди приходят только из-за того, только из-за специалистов, только из-за этого. Потому что касается оборудования, что касается ремонта, вы сами видите, все в таком плачевном состоянии, вот, что даже на собрании коллектив принял решение писать письмо на имя главы государства вообще о закрытии госпиталя. Потому что в таких условиях работать невозможно. Сегодня начальником госпиталя является подполковник медицинской службы Аляс Джинджолия, невролог, окончивший академию в Санкт-Петербурге. После окончания учебы он начал работать в госпитале и после смерти Ачба заменил его в должности. Главной своей целью Джинджолия считает ремонт госпиталя и его оснащение профессиональными кадрами. За счет добрых людей, не без помощи государства в том числе, нашей главной победой мы считаем решение вопроса с системой водоотведения. У нас 30 лет эта система никак не функционировала. 30 лет мы зачастую это и в интервью озвучивали, и наглядно показывали. 30 лет цокольный этаж полностью был затоплен. И никак этот вопрос не мог решиться. Сегодня ведутся работы. Я думаю, до конца следующего месяца вопрос уже будет закрыт. Это мы считаем нашей главной победой за эти все годы. В этом вопросе помогает государство. Обращался к вице-президенту. Изначально, обратился к нему, он отреагировал на просьбу. Все, работы начались. Аляс Джинджолия рассказал, что собственными силами с помощью поддержки благотворителей удалось отремонтировать хирургическое отделение и операционный блок. Здесь провели капитальный ремонт, заменили окна, двери, электропроводку, привели в порядок стены и потолок. В каком состоянии был наш знаменитый коридор, я думаю, только не знают ленивые. И сегодня, вот то, что имеем. Это было проведены, работы. Да, это все, что сделано своими силами. Своими силами как? Опять-таки, с помощью добрых людей. Коридор, выход на 2, 3, 4 этажи. И наша фишка, как ее даже назвать, наша фирменная проблема – система водоотведения, о чем я говорил ранее. Если мы немножко пройдем, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот это у нас 30 лет, никуда не девается. Так, вон она. Вот наша фирменная проблема, знаменитая наша проблема. Да, сейчас ведутся работы, но пока что, результата еще нету. Я не знаю, в чем проблема, она никуда не уходит. Мы что только не придумывали, откачивали, за 20 минут наполняется заново, чтобы наподобие солярия здесь было. Сейчас здесь все будет ломаться, опять-таки, надеюсь, что со следующей недели мы начнем, все будет ломаться, восстанавливаться, будет отделение сердечно-сосудистой хирургии. На базе этого открытого пока еще корпуса. 3 этаж. Я хочу, чтобы вы его запомнили таким, как он есть сегодня, потому что, опять-таки, через пару месяцев здесь уже все будет совсем по-другому.
перцы к нашему урологу и травматологу нашему. В таких нечеловеческих условиях, скажем, мы сегодня трудимся. Вот это вот палаты. Здесь же тоже запланировано, да, ремонт? Да. Мы уже через неделю начинаем здесь. Запланирован. Я планирую. Никто там не дал деньги на это. А мы начинаем. А нельзя было вот это заложить в Министерство обороны? Вот. Почему? Если меня спросить, можно было. Можно было заложить, и надо было. Но почему у нас из года в год не получается? У меня ответа на этот вопрос нет. Я чуть повоевал, у меня получилось там 30 миллионов заложить. Это не я должен делать. Должно делать мое командование. Большой вклад в деле оснащения госпиталя внес Минздрав республики, который передал медучреждению большой операционный набор, коагуляторы, операционные лампы и стол, а также рентген-аппарат и автоклав. Врач-хирург Руслан Мукба закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге по специальности торакальная хирургия. После учебы он вернулся на родину и с 2021 года оперирует в военном госпитале. Он выполняет сложные операции и постоянно совершенствует свои знания. Мы имеем лапароскопию, то есть это не огромный разрез, не лапаротомия. Можно проколами и делать диагностику. То есть это прям можно сказать, что в ногу 21 века, да, то есть идем, не делая большие разрезы, можем диагностику сделать, посмотреть внутри живота, что происходит, то есть проколами, лапароскопия. И дальше, если какую-то проблему увидим, которую можно решить лапароскопически, то это все решается лапароскопически. Да? Проколами так и заканчиваем. И так получилось, что в Абхазии экстренную лапароскопию, так получилось, что мы первые начали, и, слава богу, все успешно. Сейчас лапароскопически можем, начиная от просто диагностики, да? То есть если у человека такое состояние, болезненный живот, непонятное состояние, то можем диагностику сделать. Начиная от диагностики, то и там аппендицит, холецистит, холецистэктомия, по гинекологии, там, гистерэктомия, там, матку убрать, придатки и тому подобное. Плюс еще лапароскопически грыжу сделать, то есть герниопластика. То есть все эти возможности есть. Благодаря начальнику, который оборудование нам все это приобрел, обеспечил, есть возможность все это сделать. Нынешний военный госпиталь – это многопрофильное медучреждение, в котором несколько отделений – терапевтическое, хирургическое, стоматологическое, травматологическое, физиотерапевтическое, отделение скорой неотложной помощи, анестезиологии и реанимации, переливание крови, а также поликлиника и клинико-диагностическая лаборатория. Работы здесь ведутся параллельно. В одном кабинете красят стены, в другом лечат пациентов. Всем желаю здоровья и всем жителям Абхазии, вообще всем желаю, чтобы никто не болел и не попадал. Но если уж такое случится, как оно случается, чтобы попадали вот именно в руки у таких прекрасных хирургов, как попала я. Да, позавчера вечером мне сделали операцию по удалению желчного пузыря, да. Я, конечно, очень боялась, даже пыталась убежать. Но так провели операцию прекрасно, да. Что еще могу сказать? Как вы сейчас себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Вчера я уже встала на ноги сразу, буквально ночь я полежала. Всю ночь следили за мной. Девочки, медсестры приходили, температуру, давление, все врачи. Внимание в госпитале к больным, к пациентам превосходное, просто превосходное. Я без лишних слов, я не люблю лишнего говорить зря, но коллектив здесь прекрасный. Начиная с хирургов, заканчивая санитарными женщинами, которые убирают. Все очень добрые, все очень внимательные, сострадательные, прекрасно. Я себя чувствую, конечно, очень хорошо. Даже у меня рядом никого нет, ухаживающих людей. Не так получилось, что дочь в России, другая дочь, у нее 3 детей, и мальчик сейчас просто температурит там в Гудаутах, да. Но несмотря на это, я не осталась здесь без внимания. Но всем хочу пожелать здоровья и удачи, и успехов, и чтобы побольше было у нас таких медработников, да. Коллектив просто замечательный. Sıra smaitsest, diesen Bötzest,
وقصة أيوة جونا خام أتبجم داري جسشي والناس بنيت لك كزبخانة جيك نخا وبس إيش كنت سلسكو بخيت عبري صراحة الكبس شو بحيث حزوم ما الكاميرا برا سبوت حيث حزوم يشفل يسحط يسبنزر دربرا سبجيل حوت أنك شلات زي ما حرس وبس ربس شعرة وبس باسينت يتكلره وخاو خدرشتو سرا فراش خلات شو دزبر سيت شو أخو أرتس أسي نسبة سخاب جس خشت وبس أميديوش شا أبرا حاجة جاوز زجرلا يشتخو يحا وبريجي يتشني صوت بسشلا يخشجوا أبريجي داري سخاب auch schon das ist gesagt das ist schon das hat أفرش schon سيت شو أقول سيت شو أخا أبرت النسبة كم زي قصة سمشي سخاب وجت كم زي سخم وبس يرى أوبراسية حنيان زي درس خانة مني ردكوا شلا كم زي تشوف سموت يجوك زي بزينو بس أربعة شبرا ومار ملانيا سايق شوف مكب روسلان كاكاليا شكون زي جوجركت سكاب ده خمس قصة قصة رزق ستون إذا نزل رسميا كجرمو بجيب آخر رزق أجدو برز دو خشتو يشس حزيب شانك إلا عزز شدر ربط يكسروا برتو بس زو خيو رزق وبول أي ميديا شروما در خيرور فرش شروما رزق دارا أبي أقول حرس ناتي تسرى شيء مزرقي ورد كي يلسك أو يزمو شيء مزرزمو أقول بزيرس كان شري تعتقى عباس أرعوي كشرا خقو أقول بزيرزمو يروسنا يخطي يشريتور يرجيروسنا من ينسق психология رمحوي يروسنا داشتور وبريتو بحرس حد زكي. Поступил с аппендицитом, вот, отнеслись очень хорошо. Операцию провели сразу же, как выяснили. Вот. Заботиться здесь очень хорошо тоже. В принципе, с питанием тоже все отлично. Сейчас как вы себя чувствуете? Сейчас отлично чувствую. Вот, потому что забота здесь есть. Уже второй раз здесь лечусь, первый раз вырезал, оперировался на пупочную и паховую грыжу. И сейчас вот на левосторонней паховую грыжу. Все здесь очень нравится, очень заботливые медсестры, и вообще весь коллектив здесь очень нравится. Опытные хирурги, поэтому мне нравится здесь и советую здесь лечиться. По словам Аляса Джинджоли, ведущие специалисты госпиталя – это хирурги. У нас нет сомнений, что наши хирурги во многих направлениях лучшие в республике, говорит он. Уже сегодня в отделении проводятся плановые хирургические операции при сложных заболеваниях органов брюшной полости, молочной железы, мягких тканей и многие другие. Если раньше госпиталь был перевалочным пунктом, сюда доставляли экстренных больных для оказания первой медицинской помощи, а затем их отправляли в республиканскую больницу, то сегодня здесь на месте могут оказать необходимую квалифицированную помощь. Целесообразность этой больницы, по-моему, она очевидна. Еще раз говорю, категорию людей, которых мы обслуживаем, не считая гражданский персонал. Это все военнослужащие, члены их семей, военнослужащие Российской Федерации, 7-я военная база, погранвойска, ФСБ России. И их семьи все обслуживаются у нас. Не считая категорию, еще раз говорю, гражданских людей, жителей района, столицы. За 2023 год операционная нагрузка у нас составила во всех отделениях хирургического профиля порядка 320, что такое сейчас тут не соврать. Вот 300 операций было проведено. Для нас это успех, это по истечению 2023 года, потому что в сравнении с предыдущими годами такой нагрузки у нас не было операционной. И мы с каждым годом, даже я скажу, изо дня в день мы совершенствуемся. У нас нет дня, чтобы какая-то операция у нас не проводилась. И, разумеется, мы на этом останавливаться не собираемся. Идем дальше уверенными шагами, как нам кажется. Мы делаем все правильно. Мы приносим пользу обществу. И будем дальше работать и над собой в том числе. Территория госпиталя не маленькая. Она охватывает несколько гектаров. Руководство лечебного учреждения поставило перед собой амбициозную задачу – восстановить весь корпус и благоустроить территорию. Эти задачи будут решаться поэтапно. Ландшафтных дизайнеров,
И что они сказали? Как они? Что мы это все переделаем. У нас будет бассейн с подсветкой, у нас будут лавочки, фонари. Пациент будет выходить на балкон и будет поправляться уже на балконе, без вмешательства медикаментозного. Бассейн будет там же располагаться, где и сейчас, просто он немножко, скажем так, модернизируется. Бассейн, дорожки, освещение, лавочки. То есть мы хотим, да, довести это все до того, чтобы пациент просто, выходя с палаты на балкон, уже поправлялся. От вида, от воздуха, от пения птиц, чтобы уже ему стало легче. Мы к этому стремимся, и мы в любом случае достигнем этих результатов. Мы идем к своей цели поставленной, и нас никто не остановит, вообще шансов нет. При помощи фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии для военного госпиталя было приобретено современное оборудование, медицинские инструменты и расходные материалы на общую сумму 8 миллионов рублей. Тем не менее, для более эффективной помощи пациентам госпиталь нуждается в модернизации всего диагностического медоборудования до укомплектования необходимыми медпрепаратами. Здесь работают молодые перспективные специалисты, преданные профессии, они уверены в себе и знают, что у них все получится. Те, кто регулярно лечится, здесь замечают изменения и с удовольствием отмечают, что госпиталь преображается. В общей сложности на ремонтные работы использовано около 70 миллионов рублей. Необходимо еще 100 миллионов. Хочется, пользуясь случаем, обратиться к людям, которые сегодня способны решить наш вопрос в плане ремонтных работ. Мы уже всем все доказали, что мы умеем работать, мы хотим работать и работать будем дальше, несмотря на то, в каких условиях мы трудимся. Даже не просьба, это уже мольба всего нашего дружного, большого, сплоченного, боеспособного коллектива, мольба обратить на нас внимание. То, о чем так мечтал наш ныне покойный начальник Ачма Зураба Мехович, мы в любом случае доведем это до логического конца. Конечно, ремонт медучреждения – это в первую очередь задача государства. В данном случае Министерство обороны должно быть заинтересовано больше всех, ведь это его подведомственное учреждение. Многое зависит и от руководителя госпиталя. Хочется пожелать удачи Алясу Джинджоле и всему коллективу в нелегком деле, ведь им приходится буквально с миру по нитке собирать деньги на ремонт и оснащение учреждения. И если среди телезрителей найдутся желающие оказать помощь, они будут рады. Ведь все мы знаем, что каждая спасенная жизнь бесценна и стоит любых усилий. Берегите себя, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!